глава Башкортостана Ради Хабиров с рабочей поездкой по Уфимскому району. На его территории расположены 16 промышленных предприятий. Там работает более 4000 человек. Одна из относительно молодых компаний Уфимского района – «Авиатех». Там разрабатывают и внедряют технологические решения для автоматизации производств с применением промышленных роботов. Предприятие это интересное, уникальное, не очень известное, но достаточно прогрессивное. Ради Хабиров на этом объекте. Рада вас видеть на нашем предприятии. Да. Олег Борисович. А вот территория ваша, вот это, да, территория? А вот это тоже ваше здание? Наш корпус. Вот мы хотели бы как технопарк оформить. Вот Авиатех. Здесь у нас инженерный центр. На втором этаже, значит, располагается наш инженерный центр. Там конструктора, технологи, инженера автоматизированных систем управления, программисты. То есть и которые вот разрабатывают полностью, проектируют такие системы комплексные под конкретные задачи заказчика. То есть нужно какую-то задачу сделать, заказчик ее нам предоставляет, мы ее выполняем. Хотели показать, что у нас здесь вот Уфа, центр роботизации по всей России. У нас вот Уфа проекты в Москве, в Казани, Дальний Восток, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, где Суперджет делают и другие. Тут Сибирь. То есть вот сумели мы здесь вот организовать, начали одни из первых в России, а сегодня вот по всей России работаем. Ну и включая вот сейчас проекты в Ташкент поставляем, значит, в Казахстане были, в Минске были проекты, реализовывали. Здорово. То есть здесь вот, можно сказать, центр роботизации России у нас даже. Можно так смело сказать. Да? Да. Ну давайте, я прям так поражен, честно говоря. Просто. Здесь вот у нас сейчас в работе несколько проектов, значит, которые мы хотели бы представить. Это вот проект совместно с Пермским научно-исследовательским институтом. Комплекс полностью, сейчас он в работе находится, в отработке, полностью в автоматическом режиме. Сейчас здесь тестовые кое-какие работы, операции проводим, да, отрабатываем технологию, конструкцию утверждаем. И суть состоит в том, что вот такие панели шумоизоляционные, они полностью должны быть заполнены мембранами на 1, 2, 3 слоя. На разной высоте панели 600 на 600 могут быть. То есть вот вы производите вот эту мембрану Да. ваш заказ? А мы для производства этой мембраны вот разработали и создали вот этот комплекс. Вот спроектировали его. А в чем ваш полностью. бизнес? Вы вот этот комплекс вы потом отправляете, и они... вот это понятно. Вы производственные процессы делаете? Да. Мы как раз работаем для производства. То есть это как станок. То есть вы сами не производите это, есть задача это сделать, вы технологический цикл полностью делаете и передаете? Верно. Интересно. Есть станок, станок собирается из компонентов. Это, по сути, тоже станок. Он управляется, у него есть система управления. Оператор потом работает только с этим окошком, он сюда уже не заходит. В автономном режиме такая рука шестиосевая, вот, она просто движется. Она приходит с небольшим контроллером и ничего не может. И мы дооснащаем ее специальным инструментом, пневматикой, электрикой. Вот эти все конструкции разрабатываем, полностью электрошкаф. Все это разрабатываем. Проектная документация. У нас здесь принцип европейского сборочного производства. То есть вот мы это взяли оттуда и вот как бы здесь это попытались применить. И по нашим чертежам собираем, программы пишем. Вот Катя, очень опытный, талантливый программист. Приходят первые компоненты, вот оно в таком виде первоначальном, значит, выглядит. Вот так оно будет выглядеть окончательно. Задача этого оборудования, комплекса, вот в данном случае вы видите донышко маленькое, а есть днище до 1100 миллиметров диаметром. То есть метр диаметр. Он измеряет кривизну днища, измеряет. Потом эти замеры уходят в обработку, и он потом вырезает в этом днище отверстия необходимые, там, с каких сторон, под трубы, под ответвление. А этот манипулятор сам вырезает, потом у него наголовник ставите и режете? Да, у него горелка плазменная, вот сам плазменный источник, то есть и манипулятор будет вырезать. У нас такой манипулятор для раскроя
Вот желтенький стоит. Значит, мы режем для себя. Для себя режем разные конструкции. Вот эти конструкции мы сами их как бы вырезали, изготавливали. Вот здесь у нас небольшой слесарный участок. Вы закупаете сами, да, вот манипуляторы вот эти? Манипуляторы закупаем сами, да. Вот это часть израильского проекта, для Израиля делаем. Вы, да? Да. Вот тут, ну, он в составе комплексной линии, на небольшой участочек, давайте обойдем сюда, небольшой участочек для палетирования и деполетирования. То есть он складывает и коробки на палету, ну, большой ряд. Это присоска, да, вот это? Да, это поднимает, вакуумный, да, вакуумный этот. Вот, и коробки может складывать, может наоборот разбирать с палеты. То есть это роботизирование процесса? Да, это автоматизация. Это вместо того, чтобы люди коробки эти таскали и складывали, то есть мешки, коробки с сухими смесями, цемент, продукты питания, то есть все, что вот сейчас касается логистических центров, там это вот автоматизируются эти операции. Ну вот в данном случае тоже вот процессы измерения. Рамиль, может быть, вот кандидат технических наук, наш руководитель по программированию, расскажет больше. Здесь у нас небольшой лабораторный стенд, мы испытываем новые методы калибровки. Сейчас перед вами представлен часть процедуры калибровки троих датчиков, которые впоследствии будут использоваться для корректировки инструмента в реальном времени, для сохранения ортогональности их поверхности. Очень, так скажем, наукоемкие задачи. Да. Очень много фантазируем, изобретаем. Это тоже да, это творческая работа. Это научная работа. Да, это творческая, научная, исследовательская работа. И, как правило, наши исследования уже вот конкретные решения трансформируются, которые работают на предприятиях вот по России, по всей. Очень здорово. Здесь у нас тоже тестовые комплексы, вот по наплавке в частности, по мехобработке, зачистке. То есть заказчик привозит свои детали. Это наплавка идет, да? Да, и вот... Да, тестовый сварочный комплекс у нас. Здесь промышленный робот, сварочное оборудование, позиционер. И здесь аддитивное выращивание тестовых деталей демонстрационных. Вообще на этом комплексе можем отрабатывать какие-то пожелания заказчиков, различные детали ставить, режимы сварки, траектории сварки можем здесь отрабатывать. А у вас какое образование? У меня УГАТУ, сварочный УГАТУ, конечно. 80% авиационное у нас. Да. Все с высшим образованием, да? Да, обязательно, да. Ну вот студенты, которые на WorldSkills, они студенты колледжа. Они у нас талантливые студенты. Вот мы их подготовили на WorldSkills, мы надеемся, они займут первые места. По робототехнике? Да, по промышленной робототехнике. Они уже выполняют кое-какие работы в части продаж, ну там рисуют, значит, видеоанимацию, так скажем, делают. Для того, чтобы продать комплекс заказчику, нужно показать ему видео, на котором он увидит свой работающий комплекс. И вот таким занимаются студенты. Спасибо. Вот у нас еще такая задача. Доильный аппарат. Да. Это мы сами разрабатываем, заказчика пока нет у нас. Разработали только, да. в 2 раза дешевле, чем импортные, вот, которые есть в Красной Башкирии, сейчас там в Лейле. Ну, вроде вот все получается, видеозрение распознает робот, устанавливает этот. Но заказчика пока нет, но работаем этот. Уже получается на такой чтобы коробке. Заказчик был готовый продукт же вам хотя бы показать. Ну да, заказчик, естественно, он хочет. Но мы доделаем, чтобы был он уже такой полноценный рабочий, и найдем, с кем можно уже... Вы когда доделаете, дайте мне знать. Я министра сюда отправлю. Мы прямо сюда на семинар провезем, или вы куда-то привезете, и там сделаем. Очень у нас хорошо. есть такая тоже, вот сейчас у нас промчас, у меня есть сельхозчас, где мы прокручиваем вот такие вещи, поэтому на нас рассчитывайте вот в этом. Хорошо. вопросе. Вот наша выставка образцов. Вот таких проектов мы штук 10 сделали. Маски автобусов, да? И вот маски КАМАЗа, да? А маски автобуса, они наплавляются или Павловский литье? автозавод. Они это пластмассовое литье. Так. Оно выходит все с облоем, без отверстий. И робота задача обрезать весь этот облой, Понятно, отверстие понятно, сделать. всё понятно. Таких комплексов у нас штук 10. В Набережных Челнах только в штуке 4, в Нефтекамске 1.
Основные наши направления – это перемещение, упаковка грузов различных, в том числе средств химзащиты, удобрений. Это сварочные процессы, мы много проектов сделали, и обслуживание различного оборудования с помощью робота, станки, пресса, штампы. Более 150 проектов с 2007 года. Первый проект был на Нефазе нами реализован. И вот мы продолжаем пока вот работу в таком ключе. Здорово. Корпус, так спроектирован, вот тут рядом прям, точно такой же, как вот этот. Да, третий корпус. По тому же принципу офисная планируем часть. инвестировать в какие-то средства. Нужна поддержка. Тут все, то корона, то санкции. Да, тут нам немножко планы подрывали. А вот по 2020 году, чтобы мне понимание, выручка какой у вас был? Немножко мы, конечно, просели. Пусть у нас 19-й. 100 миллионов примерно, чуть больше. Средний годовой. 150 миллионов, да. Это предприятие, в принципе, небольшое у вас, да? Небольшое, 40 человек. 40 человек работает, да? Но у нас каждый человек на счету, каждый человек на вес золота, в том плане, что это инженера, высокого уровня. И они, конечно, всегда смотрят в Москву, в Питер, где интереснее, где лучше, да, но мы всячески пытаемся их тут интересными проектами привлечь, завлечь. И оставить здесь того студента, в том числе, который вам образовал. А вам хочется здесь строиться, да? Здесь, да, предусмотрено землю мы если можно не приезжать, рядом, конечно, удобно. Да. А так мы проекты-то делаем, чтобы в Москву не ездить. Мы здесь для Москвы делаем проекты. Да. Для Питера, для Казани, для Дальнего Востока. Сейчас мы приняли решение такой беспилотный кластер сделать. Где площадка WorldSkills, мы там готовы вам дать кусочек земли поставить. Вы были там на WorldSkills? Вы видели геоскан, этот павильон геоскана? Да. Там примерно рядом, вокруг этого, мы будем все застраивать. Спасибо за ради предложение, мы такой рассмотрим. истории мы готовы. А по этой земле что у нас, проблем какие-то? Здесь нет проблем. Нет, это мы финансы собираем. Финансы собираете, да? А что у нас есть помочь им по этой истории? Через 2 недели Минпромторг презентует как раз меру поддержки частным технопаркам. Деньги, там будет субсидия. На стройку, на инженерку. Это как частный технопарк, да? Как частный будет, да. На мой взгляд, вам, конечно, лучше решать, потому что все отдаленно можно работать. Вам бы заикариться там. Здесь, пожалуйста, есть. Эту землю тоже держите при себе. Это тоже пусть остается. Здесь какой-нибудь поставите. А именно больше научный, конструкторский и презентационный ваш офис, я бы туда ввел, да. Хорошая идея, надо просмотреть. Спасибо большое. Владимир, добрый день. Такое вроде с виду скромное производство, такая глубина проработки. Да, видите, мы все открываем и открываем наших таких кулибинах и ученых. Но они не кулибины, не совсем кулибины. Это уже такая серьезная, подготовка. Это серьезная наука, это серьезный подход такой. Поэтому я им и предложил, там, где мы будем формировать сейчас точку современных технологий, беспилотная авиация, робототехники, все там собирать на этом. Сейчас они подумают, и если им это интересно, мы создадим самые лучшие условия. А где? Что это за кластер? О чем вы говорите? Мы же вчера приняли решение, создали кластеры беспилотной авиации. Вчера буквально приняли, подписали соглашение уже с 5 участниками. Это там, это в рамках инвестчаса вашего? Да, вчера. Это на том месте, где сейчас проходит WorldSkills. У нас там участок земли приличный есть. Мы там все эти скажем так, наукоемкие технологии будем в одном месте собирать. А возможно, в будущем она же будет развиваться, как вы знаете, я обратился к президенту с просьбой получить статус особой экономической зоны, но с режимом инновационно-научно-технического центра. Это, скажем так, это уже космос и более высокий уровень, но мы замахнулись на это. Спасибо, удачи. Скажите, пожалуйста, а как вам предложение главы такое неожиданное? Интересно, неожиданно, надо обдумать, но в целом, да, в нем есть суть в том, что, да, мы там будем на виду, будем более презентативными, и в целом, наверное, нам позволит быть заметными. Мы здесь, нас не все знают, даже... Перспектива есть? Перспективы есть, да. Спасибо. Надо смотреть. Удачи вам. Вам спасибо. Следующий объект рабочей поездки Ради Хабирова по Уфе – компания «Уралтехсистемы».
Находится она в деревне Макроусово. Там производят оборудование для нефтегазодобывающей отрасли. Ради Хабиров побывал в цехах предприятия и провел там выездной промчас. Это наш производственный цех. Вот у нас металл заходит, здесь складируется, проходит под контроль. Это тоже нефтегазопромысловое оборудование, да? Нефти или газа, или и то, и другое? И то, и другое, да? Когда поставили? Цех подняли, землю мы брал я в 2018 году. Где-то 2 года поднимали. 2 года поднимали. В 2019 году сделали, да? Плазморез сразу подготавливаем, режем при необходимости. Там пила была у нас, прошли мы ее, нарезали. Здесь уже подготовка идет. Первые заготовки идут, скажем так. Вот это заготовки печи трубчатой блочной. А это что здесь? Это нефть прогоняет отсюда, подогревает, да? Снизу газом греют, подогревает нефть. И вот она должна там подогреться потому уже. что она идет вязкая, тяжелая, как, разные месторождения по-разному, конечно. Вот где такая есть необходимость, подогревает и гонит дальше. Опять же, профильные отложения уменьшаются. Как у вас, вы законтрактовались на этот год? Да. На следующий? Пока пусто еще. Пусто еще, да? Там у них это нефтяники, у них же, вот у них сейчас зимник идет, вот все готовится к зимнему завозу. Потом они зимник прошел, начинается навигация. То есть у них в межсезонье вот осень-весна. А вы с кем работаете больше? Лукойл? Газпром нефть в основном, Лукойл, Транснефть есть, конечно. Вот идет, вот такие здания мы строим. Вот это идет котельная будет будущее. Это тоже возводимое здание. Мобильная котельная, да? Или Быстровозводимое. Быстровозводимое. Оно у них не мобильное. Есть мобильное, но вы ее собираете здесь, потом разбираете или как? мы не соберем, это большое здание. Мы проектируем, согласовываем, все собираем, все готовим. На место это выезжает, потом наш шеф-инженер едет и собирает на месте. А вот это утеплители стен, наверное, да, или как? Нет? Это под основание, да, утеплитель совершенно. Эти верно. утеплители, да? Конечно. А размеры какие? Высокие они, да? Здание? Да. Ну и такие вот есть, до 15 метров делали. Ух ты. А сборку сами осуществляете там, да? Нет, там подрядная организация, потому что там нужна техника, это, как правило, удаленные районы. Там кто-то делает все месторождение, устраивает, им подряд полностью отдают. Вот мы едем, мы показываем, что и как собирать. Это покрасочная, да, у вас? Вот покрасочная. А это? А это дробеструйная. Нет. Понятно. Очищает, да? Да, дробь гоняет, причем она, вот там у нее решетки, дробь падает, она многооборотная получается. Тут же рекуперирует и по новой идет, да. А дробь стальная, да? Или? Стальная, да. После этого получается и потом на покраску. Совершенно верно. А вот это что это? Это станция «Насосное будущее». А как вы ее отправляете? Разбираете или как? Она, сейчас я вам оттуда покажу лучше, наверное. Вот у нее, видите, вент-камера своя, Здравствуйте. потому что подпор воздуха необходим. Здесь щитовая, шкафы управления, силовые шкафы все. Она разделенная по категориям помещения. Кабельные проходки, входы. Вот она, видите, вот так разъединяется по 3 метра. Так. Это ЖД автогабарит. ЖД понятно. Как правило, автогрузим, потому что авто быстрее и дешевле. А вот это держит, да? Тут получается там 2 слоя утеплителя, да? Один? Один? Да. Достаточно, да? Да. Вот тут же дали. Здесь помещение технологическое, здесь надо плюс 5. Вот так-то, ага. Да, здесь нет постоянного персонала. Понятно. Здесь стоит насос. Вот мы сейчас ждем его. Он придет, пермский. Нефть заходит и выходит. Он поднимает давление, гонит дальше. Это насосная внешняя откачка нефти. И называется это насосная станция, да? Насосная внешняя откачка. Да, насосная станция, совершенно верно. По сути, да. Фильтр на входе стоит, фильтрует. Насос, и здесь выход идет дальше. Здесь 3 агрегата стоит больших довольно-таки. А потом они стягиваются вот. Мы также выезжаем, показываем, при нас Собираете, собирают. Да, совершенно верно. Вообще. Здесь технологичка, станки, подготовка трубопроводов. Вот заготовки делаем, потом уже готовы туда затаскиваем. Монтаж идет, опрессовка, опять разбираем, покраска, и уже пятная сборка идет. Это у вас основной производственный цех? Да. Вот здесь вот все, собственно, и собираете? По кругу идем, да. Вот так вот, да? Хватает места?
Ну, думаем расширяться. Думаете, расширяться, да? А вот вы видели змейки? Вот они, змейки. Вот уже вот Это маленькая. Это именно покупают как запчасти. Они меняют их. А там будет камера теплообмена, там она 40 тонн весит. Вот ее тяжело вести. Специальные машины многоосные идут. А, даже так, да? То есть не 40 поезд. тонн, нет, поездом все равно логистика, она очень много времени съедает поездом. Опять же, нам все равно, даже если поездом, надо оттуда куда-то отвезти на станцию, все равно нанимать эту технику. Смотрите, интересно. У вас какая производственная площадка? Вот территория ваша, это уже не ваша, да? Нет, там мы арендуем. А, там арендуете, да? Нормальный современный цех, да? Да, все точно. А с Роснефтью тоже работаете, да? Не так много, но да. А Башнефть? Башнефтью пробовали, пока не получалось. Пока не получалось. Но участвовали в конкурсе вообще или не доходили? Участвовали. Зачем? Просто не выиграли. Мы аккредитованы, да. Просто не выиграли. А почему? Просто конкурентно проиграли? Конкуренция большая. Понятно. У нас в Башкирии вообще очень большой кластер, скажем так. Вот именно машиностроение по нефти. Да, нефтепромысловое оборудование. Бывает тут Наверное, Октябрьский, да? Октябрьский, Уфе много, Вышимбая сейчас. Шимбая есть. Коллеги, добрый день. Сегодня у нас промышленный час. Мы сразу благодарим компанию «Уралтехносистемы». Они нам дали возможность здесь посидеть, пообщаться, ознакомиться с работой предприятия. Примерно повестка нам понятна, поэтому давайте перейдем непосредственно к повестке. Александр Николаевич, пожалуйста, вам слово. Да, уважаемый Ради Фаридович, уважаемые коллеги. У нас, Ради Фаридович, прежде чем к повестке, сегодня как раз вышли данные по промпроизводству за 7 месяцев. Сейчас вот июль 112,2 к июлю прошлого года. Январь-июль 103,5. То есть здесь вот у нас все практически отрасли. Коллеги, ну что, мы можем с радостью поблагодарить нашу промышленность. Мы вышли на 103,5. Хотя, помните, первый квартал сколько нас там было? Где-то даже 91, по-моему, было, да? То есть вот наши прогнозы о том, что экономика восстанавливается, они абсолютно оправдываются. Я полагаю, что если так двигаться будем, год мы еще лучше закроем. Поэтому всех поздравляю с этим показателем. Двигаемся дальше. 100,4 квартал был, он сейчас 103,5. Сегодня у нас, Ради Фаридович, 4 предприятия. Вот первый как раз Уралтехсистемы. Есть предложение, Латек, как можем помочь, чтобы и объемы увеличились. Пан Фениш, что вам слово. Добрый день. Ну, Уралтехсистемы, мы предприятие такое молодое, скажем так. Нам 3 года исполнилось в июле буквально, вот, перешагнули черту. На текущий момент у нас есть несколько вопросов, скажем так, требующих, наверное, какой-то помощи. Это нам необходимо ввести в эксплуатацию построенный цех. И работая с нефтяниками, понимаем, что там нет авансирования никакого, поэтому зачастую не хватает оборотных средств. Знаем, что можно делать, есть куда расти, но оборотка все тормозит. Давайте сразу обсудим. По производственным помещениям, это вопрос, наверное, здесь. Это кто должен? Ваш? Это город, да. Вот эксплуатацию отдел строительства. Ваш, да? Да. Хорошо. Сколько вам времени нужно, чтобы вот прям выехать сюда на место и начать эту работу? Выйдем мы на следующей неделе. Там в зависимости от готовности, от документов, максимально короткие сроки сделаем. Хорошо. По фонду развития промышленности что у нас? У нас второй этап будет после того, когда узаконим, как раз будет залоговая масса. То есть по оборотке это вот наши те программы, которые есть, антикризисные, там суммы небольшие, там до 19 миллионов рублей. Это, в принципе, часть из них можно на оборотку. Под оборудование до 500 миллионов рублей, это прямой займ Фонда развития промышленности. После оформления участка мы эту заявку совместно подготовим, составим. А деньги будут эти, нет? Деньги будут. Вам поручение, вы выезжаете, соответственно, отрабатываете. Александр Николаевич, мне через месяц тогда промежуточный доклад делаете на промчасе просто, ладно? Промежуточный доклад. Что происходит в этой связи, за это время вы развернете. Если какие-то есть проблемы, значит, надо коллегам помочь и быстро вести эксплуатацию. Совершенно вам точно говорю, что эту задачу мы решим все вместе. Договорились? С этим вообще проблем, я думаю, просто надо поработать. Промышленный час интересным был. Очень интересно. У вас системные такие вопросы, я смотрю, вы возвращаетесь, помните? Я, знаете, вот похвастаюсь. Когда у нас выставка промышленная была, и
представитель Минпрома России ко мне ходил, и когда ко мне все подходили, Я помню у это. него были круглые глаза, Я говорят, а помню. вот что все знают. Я говорю, конечно, потому что я все эти предприятия облазил, и самое главное, не просто я там туристам ходил, а я им помогал, поэтому я и получаю обратную реакцию. Это, кстати, в том числе и поэтому, что мы первое место занимаем, потому что мы работаем системно, и вы видите, что все вопросы, которые у нас в повестку попадают, они, пока мы их не решим, либо когда сам он не откажется, участник промчаса, мы не снимаем. Поэтому вот сегодня вот новое предприятие посмотрели тоже. Кстати, по этому предприятию они рассчитывают на субсидии из нашего фонда поддержки промышленности. Да, здесь все будет. У нас фонд развития промышленности, наш республиканский, на минуточку, никогда ниже 3-го места в Российской Федерации не опускался. Я думаю, что этот год мы закончим, он будет либо 2-м, либо 1-м. Это показатель. Там очень квалифицированная команда работает. А самое большое мне сегодня приятное, конечно, то, что вот вы слышали, это не в повестке было, то, что я себе могу поставить еще один красный, как говорится, на своем истребителе или бомбардировщике, не знаю, звезду. Это система Башлиспром. Предприятия катастрофически убивали. Эти фанерные наши предприятия и так далее. Вы слышали, объемы производства там в несколько раз повысили сейчас. Это вот наша работа. Это нефтекамский? Работа нашего Минпрома. Это это Уфимский фанерный комбинат. Это вообще система предприятия Башлиспром, которые просто убивали и которые хотели подвести под банкротство. Я этого не дал. Появился инвестор, и у нас сейчас все хорошо. Спасибо.